4 команды – победители зональных этапов республиканского конкурса «Алтын кажик». Работники культуры Судхольского, Эрзинского, Кызылского и Дзунхемчикского районов сегодня на сцене, чтобы определить, кто лучше всех знает традиции и обычаи тувинского народа. Гость конкурса, вице-премьер Анатолий Дамбахурак, поздравил Шага и пожелал участникам удачи. Первый этап – визитная карточка. Прозвучали презентации с элементами устного творчества. Кто-то представил команду частушками на разные наигрыши. Привести примеры примет у тувинцев, связанных с домашними животными – одно из заданий конкурса. Команда Дзунхемчика выдвинула свои варианты. Если лошадь не притрагивается к траве, глядит долго в сторону тайги, то скоро хозяина ждет длинная дорога. По правилам, другие команды могут внести дополнение. Таким образом, можно собрать баллы «Алтын кажиктар». Зимой собака валяется на земле к потеплению, капли крови в парном молоке к росту скота. Таковы дополнения команд. Вопросы некоторые сложные, некоторые простые. Мы стараемся тоже их всех ответить. Традиции их мы соблюдаем, стараемся их передать детям. Какие музыкальные инструменты используют тувинские охотники, о чем поет и плачет игил? Вопросы следующего этапа. Больше баллов собрал Кызылский район, угадав, что на игиле играют узун-хоюх, песня одинокого гуся, рев быка. Конкурс «Алтын кажик» – проект, направленный на сохранение и развитие тувинских традиций, на приобщение к тувинскому фольклору и популяризацию игры в кости кажик. Подобные игровые конкурсы прошли в прошлом году среди школьников Кызыла. Конкурс стоит провести для всех учащихся школ, считают участники. А мне лично кажется, этот конкурс очень замечательный. Мы своими коллегами стараемся. И мы думаем, что этот конкурс надо проводить среди школьников, потому что нашу традицию знали не только взрослые, чтобы не забыли это, чтобы учили школьники. Завершающий этап – игра «Кажик-кагары». В итоге первое место получила команда Дзунхемчикского кажуна. Ей вручена денежная премия в 20 000 рублей и кубок. Второе место заняли эрзинцы. Третье место у команды Кызылского кажуна. Работники культуры Судхольского кажуна уехали домой с 4-м местом.